Просветительская акция «Большой этнографический диктант» впервые прошла в нашей стране в 2016 году. Тогда в ней приняло участие около 90 тысяч человек. Идея этого проекта родилась в Удмуртии. Местные энтузиасты решили по аналогии с тотальным диктантом по русскому языку провести ревизию знаний по этнографии. Затею восприняли на ура. Уже в 2018 году число участников достигло 392 тысяч. А с 2017 года его пишут во многих странах мира. В Ингушетии в офлайн-режиме на главной площадке свои знания проверят сегодня около 20 человек. В тронном зале башни Согласия общественники, спортсмены и политики. В течение 45 минут им необходимо ответить на 30 вопросов касаемо обычаев и традиций народов России. Это очень важный аспект для постоянного знакомства, воскрешения памяти нашей молодежи и для тех, кто не знает, чтобы они изучали свою историю, свою культуру, свои традиции. И это просто элементарный метод, как дополнительный метод для того, чтобы развивать память и получать знания в области культуры. Участниками акции ежегодно становятся миллионы жителей России и зарубежных стран, независимо от возраста, образования, вероисповедания и гражданства. Конечно, эти акции нужны именно нам, приезжим в этой родине, кто в гостях, им эта акция нужна. Нужна для того, что мы по-русски мало-много понимаем. Цель 7-й международной просветительской акции – привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих нашу страну. Эти знания, по мнению организаторов, способствуют укреплению согласия, межэтнического мира и национального единства народов. Диктант писали на всех континентах, на разных языках. А самой экзотической площадкой несколько лет назад стала Международная космическая станция. На тестовые вопросы на орбите отвечал космонавт Сергей Прокопьев. В прошлом году в нашей стране акцию поддержали порядка 10 тысяч участников. В 2021 году по итогам этнографического диктанта Республика Ингушетия заняла 2-е место по количеству и по грамотности по итогам этнографического диктанта. Также, пользуясь случаем, хочу призвать всех жителей нашей республики принять участие в этнографическом диктанте и повысить свою этнографическую грамотность. Желающим ответить на вопросы в онлайн-формате необходимо это сделать на официальном сайте до 8 ноября. Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте диктанта до 11 ноября. Зарема Ивлоева, Адам Далаков, Новости 24.